Десятки ярмарочных палаток у Назрановского дворца культуры – своего рода предвестник экономического форума. Деловая Ингушетия-2017 традиционно начинается с выставки «Инка-Экспотур», которая сполна оправдала звание многопрофильной. Мало где рядом с молочными продуктами и одеждой можно увидеть технические новинки и стройматериалы. Предприниматели республики привлекают гостей форума, демонстрируя свою продукцию во всей красе. Желающие могут что-то из них даже продегустировать. Каждый город и район республики богат своим туристическим потенциалом в различных направлениях. В выставке участвуют музеи, картинные галереи, предприятия сувенирной продукции, производители изделий традиционных народных промыслов, а также гостиницы и туристические фирмы. Всесезонный курорт Арымхи демонстрирует гостям выставки свой прокатный инвентарь. Например, на курорте всего за 1000 рублей можно арендовать полный комплект лыжного снаряжения и кататься весь день. Кроме того, курорт сдает в прокат вело- и мототехнику. Необходимы только соответствующие права. Мототехника – это снегоходы, мотоциклы, велосипеды. У нас это сопутствующая такая составляющая горнолыжного склона. Горнолыжный склон у нас сертифицирован, красный, находится в живописном месте. Это горы, сельское поселение Арымхи. И мы также проводили там несколько чемпионатов России, Кубок СКФО, Юга России. И даже выставили свою спортсменку, которая выиграла чемпионат мира по горным лыжам среди глухих. Из 5 дисциплин мы имеем 3 золота, 2 серебра на сегодняшний день. Что касается прокатного инвентаря, вот то, что вы видите, это красный мотоцикл, это Honda. Он сдается в аренду только людям, у которого есть права на мототехнику и стаж более 6 лет. Что касается Ирбиса, там стаж 2 года, тоже права. Также мототехника. Тут своя, снегоход, тут свои права, уже Ростехнадзор выдает права, это тракторные права первой категории, это вездеходные мотосредства, вот на это. Также курорт заявил о себе в гастрономическом туризме. В этом году на выставке он представил травяной чай джейрах, который собирают высоко в горах. Производство только начинает набирать обороты, а в перспективе Арымхи собирается увеличивать ассортимент своих травяных сборов. Туда входит в состав чебрец, душица, зверобой, много разных других трав. То есть аромат, конечно, сами посмотрите, очень даже приятный. Очень полезен для здоровья. И для почек, и для кишечника, и для сердца, давления у кого, кто болеет давлением. Вторая региональная туристическая выставка проходит в рамках экономического форума «Деловая Ингушетия». Ее цель – информировать жителей и гостей республики о состоянии туристической индустрии, показа перспективных направлений и возможностей для оздоровления и активного отдыха. Кроме того, это возможность активизировать развитие внутреннего и въездного туризма. С развитием туризма в нашем регионе большой интерес проявляется как у местных жителей, так и у гостей, именно к туристическому потенциалу. И сегодня представлены у нас и города, и районы. А также отдельный павильон у нас предоставлен и всесезонному курорту Арымхи. Большой спектр услуг в сфере туризма. Это и сувенирная продукция, раздаточные материалы, также презентация туристических маршрутов. Нужно отметить, что каждый город и каждый район очень тщательно подошел к выставке. Здесь у нас представлены и музейная продукция, и народные промыслы. Не обошлось без гастрономического туризма. Вот в этом году курорт порадовал наших гостей и жителей. Это травяным чаем джейрах. Также Малгобек очень вкусной хлебной продукции. Выставка только открылась, я думаю, за сегодняшний день большой интерес будет и у жителей, и у гостей познакомиться и с достопримечательностями, и с новыми маршрутами, как по горной, так и по равнинной части.
Художник Багаудин Сагов демонстрирует на выставке работы своих учеников. Они изготавливают барельефы и скульптуры из серой глины, которую привозят из сельского поселения Галашки. Подходят, спрашивают. Мне даже предлагали это в лечебном корпусе, в Джайрасском корпусе, ЛОК. Вот там готовы выделить мне помещение, небольшой уголок, где я бы это выставлял бы. Каждая этой работы отдельный автор, да, дети. Вот если они с ихнего разрешения, я могу их продать. От продажи это будет в их карман, но и в семейный их бюджет. Это для них тоже какой-то интерес будет дальше учиться. Инк-экспотур – это площадка для презентации новых туристических маршрутов. К примеру, в павильоне Малгобека региональное поисковое движение представило 2 военно-патриотических маршрута по местам боевой славы. Однако большую популярность на ярмарке занимает само поисковое движение. На видном месте выложены артефакты времен Великой Отечественной войны. Результат поисковой деятельности с 2010 года. Судя вот по этому штык-ножу, да, можно судить интенсивность огня. То есть вот по одному он был в ножна, вот мы его заварили с одной стороны, вот видите, просто приложили, заварили. В один нож попали 3 выстрела, видите. То есть по ней или там вот по этой же кружке можно судить, какая там интенсивность огня была, какой жаркий бой шел. То есть если сказать, за 4 месяца боевых действий, если умерло 120 тысяч человек, то можно понять, насколько сильно было противостояние. Туристическая отрасль в регионе – одна из наиболее динамично развивающихся. По мнению регионального туристического ведомства, важно не просто наращивать турпоток, но и повышать уровень оказываемых услуг, чтобы туристы надолго оставались в нашем регионе. На площади перед Назрановским домом культуры многолюдно. Первым слово берет глава Ингушетии. Он же открывает форум «Деловая Ингушетия-2017». Юнусбек Евкуров отметил значимость форума для нашего региона, учитывая потенциал во всех отраслях экономики. Обращаясь к предпринимателям, он отметил, что их продукцию нужно реализовывать на территории региона по доступным ценам. Я хочу сердечно приветствовать в первую очередь наших гостей и те, которые приехали, руководители из Москвы, с федерального центра, и особенно наших гостей, которые приехали сюда, предприниматели, которые приехали с регионов России. Форум приурочен к нашему юбилею, празднику республики, 25-летию республики. И уверен, что форум пройдет на высоком уровне, он с каждым годом набирает обороты, с каждым годом и масштаб представленных товаров, проектов впечатляет. И, конечно, мы уже можем в этом году делать определенную оценку, выводы, подвести итоги наших предыдущих и сегодняшнего форума. Председатель парламента республики, в свою очередь, пожелал предпринимателям удачи и заключения взаимовыгодных сделок. Год 25-летия нашей республики для нас это тоже хороший подарок. Я бы хотел поблагодарить всех предпринимателей, которые приехали из других регионов к нам в республику. Спасибо. Я думаю, что ваша поездка мы будем считать удавшейся, потому что будут заключены контракты. В списке высоких гостей форума замдиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Левицкая отметила, что за годы проведения форума Ингушетия успешно наладила экспорт своих товаров в другие регионы. Я рада приветствовать вас на этом форуме. Агентство очень благодарит за высокую оценку деятельности нашей по оценке инвестиционного климата. У вас очень красивый край. За последние 3 года я прочитала, что в 3 раза вырос туристический поток. И мне кажется, это то направление, которое обеспечит процветание республики. И желаю вам удачи на этом пути. Спасибо большое. После официальной части мероприятия знакомства с выставкой Айшат Калоева уже не первый десяток лет занимается выпечкой. Для нее форум – отличная возможность познакомить широкую публику со своей продукцией. Я с 1978 года работаю в этой сфере. Мы занимаемся производством кондитерских, хлебобулочных изделий в большом ассортименте. Стаж работы большой.
Спрос продукции у нас идет. На всех таких мероприятиях, где представлена наша республика, мы всегда стараемся принимать участие, представлять свою продукцию и представлять лицо Сунжинского района. Свою продукцию на форуме выставили предприниматели из других регионов. К примеру, весь прилавок Нурлана Сабурова занимает чай. Здесь есть сорта для самого взыскательного любителя этого напитка. Чай китайский, имеется также цейлонский чай, чаи лечебные у меня, от печени, от почек, общеукрепляющие для всего организма на основе лесных ягод и продукт натуральный. Я увидел этот форум в интернете, честно говоря, когда я был в Дагестане. И приехал, очень доброжелательно меня встретили тут. И пригласили здесь постоять. Каждый район и город республики занимают тут свой павильон. В этой палатке с колбасными изделиями от КФХ и Рыжев соседствуют энергосберегающие лампочки от завода светодиодного оборудования в Малгобеке. А вот что касается меда, то здесь с Ингушетией сложно кому-то соперничать. Мед, он полезен. Нектарный чистый мед, он очень полезен. Это как лучший лекарств всякого, потому что это природный продукт, ни на что отрицательно не влияет, а лечебные свойства неописуемы. Очень хорошая продукция чистого меда. Что касается промышленности, то завод по производству полиэтиленовых труб и железобетонных изделий также не остались в стороне от форума. Несмотря на то, что открылись эти предприятия не так давно, спрос на их товар уже есть и немалый. Завод выпускает полиэтиленовые трубы для газа и водоснабжения от 16 до 630 диаметра. Продукция востребована по всему Кавказу, по югу России. Также наша продукция уходит и в Сибирь по железной дороге. Деловая Ингушетия собрала на пленарное заседание руководителей министерств и ведомств, представителей коммерческих организаций и бизнес-сообществ. Последние, пожалуй, самые важные участники этого заседания. Они занимаются производством и поставкой строительных материалов, техники, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и народного потребления, тем самым поднимая уровень малого и среднего бизнеса республики. Юнусбек Евкуров выделил несколько приоритетных направлений в развитии экономики Ингушетии. Форум связан в первую очередь с тем, чтобы поддержать тех производителей, тех предпринимателей, которые не занимаются масштабными проектами. Это больше, наверное, связано с теми предпринимателями, которые находятся в среднем и малом среднем бизнесе, я бы так сказал. Такие форумы позволяют, во-первых, изучить опыт друг друга и каким-то образом даже и внедрять свои практики в регионы, как Кавказа, Северо-Кавказского федерального округа, так и в другие регионы России. Самых успешных и добросовестных предпринимателей Юнусбек Евкуров наградил почетной грамотой главы Ингушетии. Лиянову Исяту Магомедовну, начальника отдела некоммерческой микрофинансовой компании Фонд поддержки предпринимательства. Ну а после закрытия форума будет подписан ряд взаимовыгодных соглашений.